Погибших, еще в памяти нет. И тогда, когда были прощались, на годовщину, не помню, не помню точно. Мы вот каждый взяли что-то из квартиры, мама разрешила взять, я взял примерно. У нас с ним были такие очень близкие отношения. Всегда, когда умирает человек, похожий на тебя, ты всегда думаешь о том, что с тобой это тоже может произойти. Такое очень важное переживание, когда ты понимаешь, что ты, в общем, в очередной раз жизнь тебе напоминает о том, что ты тоже можешь умереть. Есть потери, которые очень сложно принять. То есть, когда ты маленький, там, у тебя убивают отца, это очень сложно понять. То есть, очень сложно это все как-то объяснить для себя. То есть, но одно из главных, наверное, объяснений всего этого, у этого нет никакого объяснения, так просто произошло. К тебе это не имеет никакого отношения. Я не могу сказать, что я там как-то из-за этого расставания там проходили, или там вот гибель, там, смерти близких, они проходили легче от этого. Нет, тяжело, это всегда тяжело. То есть ты просто в какой-то момент понимаешь, что мир уже не будет таким, как раньше, ну и тебе с этим остается только свыкнуться, смириться, по большому счету, потому что ты уже ничего не исправишь, и тебе с этим надо как-то дальше жить. Такая же история там со всеми расставаниями, такая же история там была у меня с разводом. В свое время на свадебной церемонии я дал клятву о том, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы она была счастлива. И если в какой-то момент ее счастье потребует того, чтобы мы с ней расстались, я сделаю это, если это нужно. При том, что нет никаких сомнений в том, что на момент развода я ее любил. То есть у меня это совершенно для меня очевидный факт. Вот. И, в принципе, такое, относительно быстрое и легкое там решение, хотя оно вот само собой не было нисколько не быстрым, не легким. Оно тоже там обдумывалось, принималось в поездке. Я там уезжал в командировку на 2 дня. Да, оно продиктовано, наверное, вот этим вот пониманием того, что если человек, которого ты любишь, просит что-то для тебя сделать, для себя что-то сделать, да, то есть, наверное, это стоит делать, даже если это против тебя сыграет в итоге. Потому что, так ему будет лучше. Иногда некоторые отношения должны быть разрушены, чтобы они были спасены. Я и моя тень сходим с ума каждый день. Я и моя тень гуляем вдвоем, нам не лень. Но мы не бываем одни, наш друг алкоголь и свежий ветер. Мы так далеки, от вас далеки.
покрывался льдом и в метель. Я и моя тень гуляем втроем, но мы не бываем одни. Со мной верный док и теплый свитер. Мы так далеки, от вас далеки. Сходим с ума каждый день. Я и моя тень гуляем вдвоем, но мы не бываем одни. Наш друг алкоголь и свежий ветер. Мы так далеки, от вас далеки.